Испытано на себе. В чем же, помимо географического положения, да, разница, когда приезжаешь в отпуск? Ну, в частности, я люблю ездить в Казахстан, там у меня мама. Так вот, когда я первые дни, когда ты только приехал, думаешь, в чем же основное отличие, то есть от Нерюнгринского района? И поймал себя на мысли, что это, конечно же, качество продуктов. Так вот, почему же такая разница? Почему у нас в Нерюнгринском районе так мало качественных продуктов? И как выходят из этого положения предприимчивые люди? Всем привет, друзья! Это «Испытано на себе». Меня зовут Сергей Козюра. И сегодня мы поговорим о сельском хозяйстве, о фермерстве в Южной Якутии. Из местной продукции в нашем магазине представлена молочная продукция. Это молоко непосредственно коровье, сыворотка, творог, 2 вида сыров варят на нашей кухне. Также кисломолочная продукция, такая как котык. Также и мясо очень хорошо у нас берут, потому что все свое свежее. А эти поставки как ежедневно, да, у вас? Да, поставки по молочной продукции ежедневно. Утром привозится молоко с фермы, разливается и непосредственно доставляется в магазин. Как возникла идея создать ферму, тем более в наших условиях северных? То, что в наших условиях это, конечно, слишком, но тем не менее, у меня это заложено с детства, я вырос просто в деревне. У нас и коров держали с детства, и дед механизатор, отец механизатором был. Дед был одним из первых механизаторов при коллективизации вообще в районе, один из ведущих был. Ну, наверное, из-за этого, я думаю. То есть гены, да? Наверное, да. Я же, когда дачу взял себя вот на водохранке, уже начал курей держать сразу. То есть началось все классические сдачи, да? Да. А потом все обрастало. А потом разошелся, лошадь купил. Лошадь на даче, да. Ну, летом покатался. Слушай, зима пришла, надо же в город переехать, а лошадь куда деть? Вот вопрос возник. И вот я нашел там Волков был, бывший, это, где я нахожусь сейчас, там бывший совхоз энергетики, Гресовский, развалины там были. А он там до сих пор, этот мужик, Волков, он там свиней держит. Ну, мне подсказали, что там можно содержать, ну, у него площадь позволяет. Я подъехал к нему, я говорю, слушай, ну у меня лошадь, пару лошадей, давай его оставим тут. Он говорит, без проблем. Я зашел, там большое помещение, а он там свиней держит. Ну, мне дал кусочек, уголок. Вот, тут как можно содержать. Я говорю, ну я найду корма и зимой сам приеду, буду чистить. Он говорит, хорошо. Такое ощущение, что он искал кому-то это все сбагрить, это помещение. Неделя не прошла, он говорит, а я ему ляпнул, что слушай, а тут можно барашек держать, так, ну, можно, тут помещение позволяет. Ну так, просто ляпнул при разговоре. Буквально неделя проходит, он приезжает всем говорит, я там половину помещения освободил для тебя. Завози, что хочешь. Ё-моё, это... В нужное время, в нужное место, да, обратился? На Востоке есть еще такая пословица. Напомню дураку о камне или как? Он камень возьмет в руки. У меня так получилось. И давай, пошло-поехало мне. Я давай барашек там завозить. Коров еще не завозил. Вот это первый изюм, это был 2007 год. Я там с лошадьми и там штук 15, наверное, овцев, баранок завез. С ними провел. А весной уже мы с ним договорились, он все помещение мне продал. Все помещение, где свиньи были, вот, которые сейчас мы до сих пор находимся. Ну все, и пошло-поехало. С тех пор все идет. Все. Это вот с весны 2008 года я уже начал коров немножко закупать. Первая зимовка сложно было? Вообще была
сложно, мол, а вообще мы не понимали, что происходит. Барашка, овцы рожает, а мы их теряем, никак не можем, короче. Ну, холодно, непривычно. Ну, было тяжело, конечно. Ну, ничего. Потом лето пришло, уже полегче. Но летом мы не остановились, начали опять коров взяли. Несколько штук я коров взял. Ну, уже 7 же работал. Думаю, молоко у меня будет свое. С такими мыслями. То есть изначально ты планировал это как бы обеспечить ресторан, да? Да. Чтобы там было вкусное блюдо, натуральные продукты. Вот эта задумка была такая. Ну и самому это нравится. Я же на даче еще держал. Ну и курей начал держать немножко там для яиц. И вот так я потихоньку, но все у меня увеличивалось до 2010, по-моему, когда Борисов стал главой, Егор Афанасьевич. Вот, когда он приезжал в город на встречу с предпринимателями, это было 2010 год, наверное, 10 год, да, или 11, по-моему, 10. И меня пригласили. И давай я рассказать про это фермерское хозяйство ему, что у меня было хозяйство, а я до сих пор там никому ничего не говорил, сам для себя занимался. На тот момент уже у меня было 27 голов. 27 голов крупнорогатого скота. А когда я ему это рассказал, все, при встрече вот с предпринимателями, а он-то, я не знал, что он бывший сельхозник, он так заинтересовался, он прямо так, у него глаза такие ошарашенные. Заинтересовал, Да, он говорит, молодец, говорит, он меня так похвалил. Вот, говорит, в свое время я кутоголитом не занимался, а ты занимаешься. Все, давай, говорит, Минсельхоз я сообщу, чтобы ты дальше там занимался, и они тебя поддерживали. Ну, а мне что еще надо для этого вообще, да. Еще дальше я начал это все увеличивать. И вот, конечно, благодаря ему уже меня узнали в республике, начали меня уже там. Сначала, конечно, все так, Якутске вообще все наоборот воспринимали. Что как это сельхоз, ну, промышленный район, откуда там сельхоз можно развивать. Для них это дико было. Вообще-то в Нерюнгере была сельхоз до развала Союза. Развивает. При коммунистах тут были две-три совхоза. И в Чулмане, и в Серборе, и в Беркаките был. Ну, потом все развалится, как мы знаем, как в стране все как получилось так же. Ну и все. Еще более-менее птицефабрику еще пытались спасти. Ну да, его более-менее. Остальные все. И звероферма там она существовала. В Венгрии, и все, там, олейную воду там, ну, и вены всю жизнь жили там, испокон веков. Для них ни Советский Союз, ни Царская империя нет разницы. Ну, и поэтому как бы там подзабыли уже, что в Нерюнгере могут коров держать. И когда я приходил, там уже Минсельхоз Якутии рассказывал все, они говорят, да зачем это все надо, там все дорого, невыгодно, там нет угодий. В общем-то, они правы, ну, я сказал, ну, все равно, надо, мне это нравится, я буду заниматься. Ну вот, с тех пор мы занимаемся. Ну, а как пришла идея расширяться, вот сейчас немножко по Амурской области, да, там про твои угодья, ты туда уже двинулся, на восток еще дальше, да? Не, ну, естественно, само собой это все подразумевается, потому что поголовье растет, а мы сено первое время закупали, ну, одну-две машины я купил на зиму, как бы, да, перебиваясь. А потом это все по карману хорошо сказывается. Когда поголовье растет, это сено за деньги покупаешь, там они не дешево стоят, потому что доставка с Амурской области, а другое место тут нет сена взят. Ну, то есть это прежде всего как бы мотивировано именно кормовой базой, да? Однозначно, без кормовой базы вообще нет смысла даже сейчас дальше держать его. Почему и сейчас я рассказал до этого, да, что у нас встреча состоялась летом, очередная встреча с правительством, и они меня поддержали, мою идею. Создать кормовую базу. Ну, кормовую базу это тут понятие растяжимое. То, что мы сейчас ввозим, это тоже корма. Но это корма такие, понимаешь, для поддержки штанов, как по-русски, да, говорят. Ну, чтобы выжили корову за зиму. Ни молока, ни привеса оттуда не получишь. Экономики ноль. А для того, чтобы экономика была, надо их кормить хорошими кормами. Зеленой массой, высококонцентрированными кормами.
сочными травами. Ну, это надо все. Для этого надо модернизировать это хозяйство, которое в Амурской области, и заготавливать хороший корма. Тогда будет экономика. Ну, вот сейчас у тебя там на каком этапе это все хозяйство именно в Амурской области? Ну, сейчас там мне угодья есть, там есть. Мы, короче, Сколько людей там работает? Ну, уже большое хозяйство, да, больше, чем здесь. конечно, да, там и скот есть, и там мясной породы есть, Геррифорда. Я там как оказался? В 2013 я уже, ну, после встречи с Борисовым, мне уже опять пошли планы, да. Я купил трактора в 2013, буквально через год или полтора. Взял земли в Амурской области. Ну, ходил я вокруг, думал, где взять земли. Вот в Нерюнгри их нету, в Алдане есть. Ну, на север что-то не захотелось поехать. Решил на юга. В Тундинском районе тоже не очень большой выбор. Ну вот, следующее, оказывается, вспомнил, потом мне старожили сказали, наши сельхозники тут местные, что мы, наши нерюнгринцы, еще в советские времена заготавливали в Амурской области сковородину именно. Этот корма. То есть, ну ладно, давай будем возобновлять наши традиции. И вот мы с нашим районным администрацией поехали в Сковородино. Там встретились с главой. Ну и взяли, в 2013 году мы трактора и земли взяли. Взяли мы земли в Албазино. Село Албазино находится на берегу Амура, он на границе с Китаем. Там, ну, такое поля, угодья, где-то 5000 гектаров земли там. Даже больше. 5000 была такая пригодная на тот момент. Там вообще до 20 тысяч гектаров земли есть. Плодородные сельхозугодья. Ну вот там началось все потихоньку. С 2013 года уже мы начали сами заготавливать. Ну, сейчас получилось уже выйти на такую кормовую независимость. Сейчас уже сами себя уже прокармливаете хозяйство. Да. Мы вышли на кормовую независимость, наверное, лет 5 уже. Вышли. Ну, те корма, которые нужны, вот, на них пока я не вышел. Ну, то есть мы пока только грубые корма и зерновые немножко выращиваем, и все. А вот те корма, которые я хочу сейчас современным оборудованием, на них мы сейчас над ним работаем. Если мы этот этап тоже пройдем, тогда грех вообще не содержать коров. Просто любому. То есть самое главное корма. Если корма будет зимой тоже, ну и молока, и привес будет, и экономика будет. Слушай, ну я вот честно даже не помню, чтобы до тебя кто-то здесь коров держал. Вот свиней, да, там, ну... Не, по три головы держат. Держат, да? Да, немножко там, ну, в Чулмане пенсионеры держат, в Биркикете держат. Потом вот мы сейчас проехали мимо Сербора. На горе там 2-3 фермера. 2-3 головы они для себя держат. Они там живут и держат. А так, ну, такое, конечно, никто не держал. Такой поголовье. Сейчас у нас свыше 100 голов. Самому не верится. Слушай, ну тебе получается надо каждый день ездить сюда, да, когда проверять, что-то настраивать работу, или уже все идет, уже можно немножко выдохнуть. Не, ну я сюда не буду врать, каждый день не езжу, потому что мне пора и в городе работаю, и с документацией много времени уходит на этот согласование с правительством, на это, ну, потом еще в Амурскую область я мотаюсь туда, свое хозяйство раз в месяц. Я не раз сказал, потом в 2016 году мне предложили хозяйство там, перед банкротным состоянием. Ага. Вот с того и началась кошмар. До этого как более-менее было нормально. А вот когда предприятием я уже влип, как влип? Ну, Предприятие было банкрот, да, и тебе его предложили забрать. состояние, да. У него 20 миллионов долгов было на тот момент. И они, правительство Амурской области, предлагало его купить мне. Я говорю, слушай, у меня денег нет, я не могу его купить. Ну, там земля, техника, коллектив, там где-то человек 10. Ну и долги. Я это предложение перенаправил нашему правительству якутскому. Ну, они заинтересовались, что идея хорошая, давай, покупаем, отдаем тебя. И ты давай корма там заготавливай и для себя, и для района. То я вообще был без ума от счастья. Думаю, ну как так, классно же. Ну да. А я до сих пор так, мне что-то рассказывают, я сразу верю. До сих пор. Вот что-то расскажи, что там
Ну, немножко опытно стал, но все равно. Вот мне это Ну, хочется верить, да? заложено, да, вот верить. Ну, сейчас опытно стал, немного уже начинаю задумываться. Ну, тогда вообще поверил. Все. Это же было недавно, 5 лет тому назад. 6 лет. 7. Не, 5 лет. 7 лет там, да, 16 лет. В итоге я там стал генеральным директором официально. Мне Министерство Амурской области утвердил генеральным директором. А якутское правительство начало этот вопрос долго рассматривать. В течение 2 лет они рассматривали этот вопрос. В течение 2 лет. Вот сейчас купим. Вот за это 2 года я все время, мне приходилось в месяц 1-2 раза смотаться в Благовещенск, отчитываться. Совет директоров, это было акционерное общество. А акционер был Минимущество Амурской области. Там совет директоров, бизнес-план, согласование. Короче, очень много времени отнимал. И я, представь, вот в месяц 4-5 тысяч километров проезжал на своей машине, на патруле, на этом легендарном. Да. Слушай, ну нервную систему подшатали, да? Конкретно подсчитали. Я начал материться трехэтажным русским матом. До этого я не матерился. А дома мне вот и супруга, и дети говорят: папа, что с тобой? Я говорю: да ничего, нормально. Ну что-то материться стал. Я говорю: ну, я не знаю. Все замечали. Ну ничего, позади. Все успокоились. Мы это предприятие, в конце концов, пришлось мне самому его выкупить в 2019 году. Самому. Сам за свой счет все. Да, да. С долгами, конечно, я не смог рассчитаться. Мы сейчас с этим предприятием, короче, не знаем, что делать. Ну, сильно заготавливаем. Там другая предприятие сейчас зашла. Они работают. Ну, мы тоже работаем. Сильно заготавливаем. В этом году вообще, кроме себя, еще Тампонскому лусу поставляем сено, Алекминскому поставляем. И наше правительство очередной раз уже сказал, что твоя идея надо поддерживать. Надо делать высококачественные корма. Ну, собственно говоря, вот отсюда все и начиналось, да? Да, вот ребята, вот они, вот видишь, наши, вот герой настоящий, вот издалека видишь мужик, Да. вот он герой настоящий, вот разгружает навоз. И второй вот на тележку вывез, тоже герой. Одни герои здесь, честно скажу. Без привлечения. Ну что, друзья, вот такая вот история создания фермерства или становления, вернее, фермерского хозяйства в Южной Якутии. Сейчас мы приехали на ферму Асифа в районе поселка Серебряный Бор. Ну и покажем вам, в каких условиях проходит здесь работа и как содержится крупный рогатый скот. У тебя же еще и барашки тут, да, и козы, я помню, мы когда клип снимали. Ну да, это вот летом снимали, да? Вот, да. Вот наши коровы. Вышли подышать. Погода хорошая, пускай дышат, да? А там вообще само помещение отапливается? Да. Печное, да, отопление? Не, центральная. Центральное. От Советского Союза осталось этот. Ну тут грех-то, тут гресс вообще, тут 2 шага, да? Ну да. Чтобы еще отопления не было. Ну вот наше хозяйство. Вот сеном. Снимешь сеном, да? Покажешь? Конечно. Вот наш Это огород, да? огород, да, ты помнишь, молодец. Помнишь, вот сено, значит, да, вот запас. Это вот то, что с Амурки привозите, да? Да, все привезли оттуда. Вот там запас тоже, видишь, так дальше. Все так-то много. Вот этого должно на зиму хватить. И у нас хватит в этом году, у нас даже, я же тебе говорю, и северянам даже отправляем. Вот когда у них в этом году у них там в прошлом году пожары были, засуха была. Они не смогли заготовить. Вот ты мне вопрос задавал, да? Тебе приходится каждый день сюда ездить. Если все срастется, мне придется тут жить вообще. Ведь я себя уже маленький начал. Я сюда хочу вообще переехать. Зону комфорта, да? Потому что с утра, если ты в процессе участвуешь, да, вот наша сцена тоже. Ну, сам знаешь, что когда человек на месте, да, с утра, раньше, совсем другой результат. Конечно. Поэтому вот. По-любому, тем более такое хозяйство, нужно на контроле держать, да? Да. Пока я вот такой маленький себе застроил, и думал переехать сюда. Это мой огород, ты здесь был. Ну да. Помнишь?
Ну, мне кажется, летом ты отсюда тоже и не вылазишь, да? Когда есть возможность. я и сюда так здесь. здесь. Да, все время. Вот. С конца апреля я тут нахожусь до октября. Туда-сюда не влажу. Свинокомплекс был, и коров держали тут немножко. Там вот этот... Ну, это еще эпоха Советского Союза, да, что осталось? Да, вот да, это? да, вот развалины Советского Союза. Там гараж. И это тоже Советского Союза. Мы его просто не даем разваливаться. Вот все. Держите, Давно да, вот так. развалил, давно народ раздербанил. Да, летом, помню, здесь у тебя кури были, да, эти Да, гуси? здесь маленькая внутри. Там огород. Теплоузел уже. Скважину пробурили в прошлом году. То есть хотим тут теплоузел поставить и автономное тепло самими вот, на это перейти, чтобы выгодно было. Через ГРЭС все равно дороговато. Тут 800 метров трасса и так далее. Там вот пристроили домик для работников, да, вот для проживания круглогодично. Еще его расширим, поднимем на второй этаж. Приведем порядок. Это будет хозблок. А здесь летом находится огород и небольшое угодье для пастбища и для сена. Кстати, здесь я был, открою небольшой секрет творческий. Именно на этом самом месте мы снимали клип для проекта «Матрешки». Это пойло мы делаем специальный комбикорм. Вот Василий Фаридович заказывал, привезли. И сухое молоко. И вечером, и утром вот эти телятка, я коров поддаиваю и оставляю им еще немножко. Они у нас телятки. Ну, они прям уже чувствуют, что что-то происходит сейчас, что такое, да? Конечно. Вот этим теляткам кому 4 месяца, вот этим, вот эта беленькая Саша, вот это Мадинка и Юлечка, им уже полгодика. Остальные по 4 месяца. Вы все прям по именам их знаете, А да? как же мы их называем? Я записываю их в книжку. Маму, корову, гречка. Не заметил, подписаны они все имена. Да. Давайте, не дайте. Ну, мы с Осипом Алексеевичем мечтаем, чтобы у нас была красивая новая ферма. Да. Все было красивое. Однозначно, мечтаем, и эта мечта сбудется. Куда Вот это пойло мы заливаем сюда в ясли, и они пьют его. Вот такое пойло. Каша, причем вкусная, с молоком разбавленная. Да. А маленьким корыце делаем просто сухое молочко. Ну-ка, давай, иди, красавица, иди тоже. Ты что встала тут? Иди туда. Иди туда. Давай. Что-то мешает. Иди. Сейчас. Иди, что встала? Сейчас. Иди сюда. А от буренки это. Ты куда ты пошла? Найдет мамку свою? Это вот сюда к маме. Вот, это вот. О, нашел вот мамку, это искорка нашел. маленькая, ей еще недельки нету. Ого себе. Вот. А это у нас безделечка. Вторая корова, а это мама первая телочка. Вот у нее корова, это телочка, и вот ей 3 дня. А вот почему они Безделечка. так вот головой Они бьют? очень хорошо делают, разбивают, мама мастит. Да. Они делают очень правильно и хорошо. А, это прям природа. Это заложено. Понял. Полезно для матери. Очень полезно. Разбивает, вымят, и все болезни, мастит от этого, как Уходит они уходит, да. О, гулять.
живет производитель волосатый, без рогов. Слушай, ну прям такой красавчик. Да. Ну, Борька его обижает, Борька сильнее. Сделали крышу засвечивать, это стены будут. Тут еще один. Бычков держим, молочные, мясные. Ну, молодняк. Угу. А Илмар, вот он красавец, Илмар. Он все понимает, он животновод хороший. Приветствую. Да, он народный специалист. Эй, привет. Вот здесь, пойдемте я покажу дальше, расширяться есть у нас. Мы его, говорит, треть запустили, треть помещения. Там еще дальше есть, да, пар? Да, вот сейчас отсюда, этого, с окошка увидишь. Вот она, видишь, как, сколько? Ага. Будет Это такой в перспективе еще туда, да, расширяться? Да, мы так хотим. Вот это вот на 100 голов. Ну, где-то 200 голов, до 200 голов мы тут, наверное, будем содержать. Из-за долгой зимы, 9 месяцев зима, коровы едят только сухую траву. Вот и думаешь, как их там, витаминами обеспечивать. Вот поэтому вот посмотрели, подумали, в интернете посмотрели, что выращивать зерновых. Где вот теплый климат, да, там вообще озимые садят, озимые поля. И они там, коровы выходят, они зимой даже зеленую массу едят. Но тут у нас такого невозможно. Поэтому вот наподобие сделали в теплом только помещении. То есть мы зерновые садим 12-14 дней, и все у нас готово. Но это только начало, надо много его делать. Надо вот Будет деликатес, да, витаминки. Тут, понимаете, тут одни плюсы тут. Во-первых, тут все усваивается почти 100% организмом вот этой коров. Да? Вот если с него дробить, там размол делать, она по-любому половина не усваивается. А тут усваиваемость полностью, плюс витамины. И увеличивается масса несколько раз. Какой несколько раз? 7-8 раз увеличивается. Из килограмма вот 6-7-8 килограмм можно получить. Тут эффект тоже ощемляющий. Вообще классный. Экономика, надо много делать. Это вначале мы только начали пробовать. Нам понравилось. И корова его прямо кидается на них. Это же... Это праздник. В Конечно. каком соотношении вот замешиваете вот эту зеленку с сеном? Да, если была бы возможность, вообще 50 на 50 бы сделали. Но пока у нас 5-95 получается. По количеству. Да. Мало же, мало. Вот видишь, раз, два, еще 4 делаем, увеличиваем, в этом году. Насколько сможем, но на весну у нас грандиозно большое дело, чтобы все коровы обеспечить зеленой массой. Это и надой, и привес, и витамины. Одни плюсы. И усваиваемость. Конечно, плюсов тут посчитаем, давай плюсов, да. Надой молока, привес, витамины, усваиваемость, усваивается все. Это зерновые. Если много делать, да, выгодно, если много. Садит, и это же надо параллельно делать. У нас коровник, да, и мы коровники как-то хотим перестроить, использовать тепло и там, и там. Вот так. Мы по-любому за это помещение платим. Поэтому пришлось, тут склад был, освободить склад, а на будущее еще перестроить. Поэтому выгодно, по-любому выгодно. Помещение есть, где чтобы расширяться, да, со временем? Нет, помещения нету, но мы хотим теплицу делать вообще-то, двойным назначением. То есть я уже подумал, снизу посадить овощей, а выше, на втором этаже вот это все равно позволяет помещение же, высота. На месте тебе не сидится, постоянно что-то придумываешь, да? Ну а что делать? Только надо выходить из положения, это стадо же давит на меня. Кормить надо, да? Кормить надо, мы кормим, надо копейки заработать, а копейки заработать на сельхозе вообще, это вообще не знаю, тяжело. Это в Краснодаре его невыгодно, а тут в Южной Якутии, поэтому думаешь, что же делать, как же придумать, чтобы выйти на плюс. И идешь. Я думаю, дойдем. Раз мы хотим, значит дойдем до плюса. На 0 уже мы вышли почти. Магазин нас вручает. В магазине продается и мясо, и молоко, все нормально, народ уже понимает. Даже мы с утра забежал, проходим на сессию. Да, воскресный. Да. А что 100% молоко, где его сейчас в магазине купишь? Ни в одном магазине не купишь. Даже в Москве не купишь его в супермаркетах. 100% чистое молоко. Нигде его не купишь. Везде. Я хотел у тебя узнать, да, вот
как-то обедал, да? Ну, частенько у тебя обедают в семье, да? Ага, И правильно нашел делаешь. этот Да. айран. Сами делаете? Что ли? Однозначно. Из нашего хозяйства молока, из молока, кисломолочка. Айран, катык. Потом там довгоез, вареная крошка на русский язык. Тоже из нашего этого молока делается. Поэтому буду уверен, что пудово это натурально, и ешь его все время. Я тебе советую. От магазинного-то отличается. Да, я и многим знакомым предлагаю. Я говорю, ребята, пока я не передумал, пока я развожу молоко, берите и наслаждайтесь, и детей кормите этим натуральным молоком и мясом. Мясо вообще, мы продаем его почти, я не знаю, Семен, ты вот мне поддержишь, 500 рублей килограмм мякота в Якутии, охлажденное мясо. Его цена минимум 800 900. охлажденное, оно почти парное. Парное, да. И у него цена 1000 рублей должна быть. Ну, просто у нас пока народ не совсем привык. В Якутии вечно как замороженную покупает весну, это осенью ляжку, кидает в балкон и пилит всю зиму, едят. А этот на тебе, зашел в магазин, купил килограмм, поел незамороженного, да, у него совсем другой вкус. Ну, мы же понимаем с тобой. Либо замороженные огурцы ешь, размороженные, либо то же самое мясо. Если его заморозил, потом размораживаешь, совсем другой вкус. Ну, мы на рыбалку едем, как там рыбалка? Рыба на берегу речки, либо замороженная рыба. То же самое мясо. Итак, друзья, пришло время на себе испытать. Ну что тут можно испытывать? Но как минимум вложить свою лепту в развитие сельского хозяйства в Южной Якутии. Ну и помочь, чем мочь Сифу. Вот они, какашечки. Органика. Органика. Удобрение потом- натуральное, от него хорошо трава растет. Да и дачники все у нас тут летом, все весной. А сейчас, получается, зимой, сейчас ты куда его? Уже сразу начинаешь в землю, да, на землю разрывать? Или пока что... зимой не, на мороз еще. Весной будем это заниматься, понял? Весной, в мае, июне. Это для тех коров, которые сейчас на улице, придут уже чистенько, аккуратненько. И это нужно сколько? Эта процедура раз в день, да, делается? Ну да, где-то вот после утра, где-то до обеда. Что-то уже тут. Это получается, сейчас мы их вычистим, тут проветрится, высохнет, и они зайдут уже нормально. На улице они воду попьют А сейчас. вас, господа, с таким запахом сейчас в редакции примут? Сегодня воскресенье. Специально выходной взяли, чтобы в редакции никого не было. Молодцы-то какие. Все, молодец, Семен. Спасибо тебе. Ты внес лепту свою. Спасибо тебе. Достойно. Коров мы доим, короче, не ручную, вот механической дойкой. Вот этот дойный аппарат, дело Валь, хороший считается аппарат. Ну, пока так. Молокопровода пока нету. Ну, Чувствует, да, разницу в дойке механической или руками? Абсолютно чувствует. Коровы очень это чувствуют. Ну, конечно, к ручной дойке приучать не стоит. Это очень серьезные вещи. да. После ручной дойки они механическую не признают. Ну, конечно. это же- Вот. Ну, конечно, есть любимицы, которых вот я, например, даю руками. Я их люблю доить, они очень легко, хорошо доятся. Коровы у нас вообще неплохие. Особенно вот первые телочки, с ними получатся очень хорошие коровки. Вот, очень чувствуют, очень чувствуют. Спасибо. Не, ручная по-любому хорошо, но это же не успеваемость, эффективность. Тут Конечно, экономика все равно конечно, берет своего. Конечно. Поэтому, И никто нигде ручную Да. дойку уже не пользует. Это только ну, так, то же для самое в себя. экономике. Ручная Для работа, себя, там, да. машина или там конвейерная. Вот то же самое. Конечно. Такой же подход. Конвейерное все, но конвейеристое. Ну да. Так, я не фу по приемке стоит. Это вот основной коровник, да? Да. Тут у нас где-то на сегодня 129 голов. Это вот, друзья, сейчас мы смотрим те немногочисленные маленькие пастбища, которым летом можно, да, выпасти коров. Да. Это вот у нас район птицефабрики называется, вдоль ручья Мунакта. Сейчас я покажу, где мы проводим лето. Вот это, на этом распадке у нас есть Саилык по-якутски.
видишь, там дальше. А он из загона, да? Загон наш, и там будка, Ага. и дойка там находится. И мы где-то вот 2 месяца проводим здесь. И тут распадка, вот где-то они тут гуляют. Туда, вверх, вниз, вот вдоль. Ну здесь более-менее трава растет, да? Растет, да. Вот туда выше тоже можно. Надеюсь, не застрелимся, если не вот туда выше можно подниматься. Не поднимается летом. И вода тут рядом течет, речка Амуров там. И туда вниз видишь. Короче, здесь 60-70 голов тут летом проводим, мы 2-3 месяца. 2 месяца. Ну 2 месяца, да? Да, 2 месяца. Потом уже холоднее, в августе уже, после 15 уже. То есть за 50-60 голов летом голова не болит, зато как накормить их, да? Да. На само, получается, выпасе, да? Да, на самообеспечении. На корова самообеспечении. находится, да. И молоко дают в 2-3 раза больше, чем сейчас. Мы 2 раза доим, утром, вечером. Сейчас 1 раз доим, потому что молока не так много. А скажи, вы брынзу делаете? Да, делаем. Она же из чего? Из козьего, да? Или из барашки? Не, мы из коровьи делаем. коровьи делаете, да? Да. Мне кажется, такой вообще продукт полезный, да, вот эта брынза? Да, натуральный продукт тоже. Вот такие, друзья, немногочисленные пастбища. Клочки земли. Да. Это те, кто до сих пор не понимает, почему разница, почему в Южной Якутии, в чем сложно там сельское хозяйство держать, чем в Якутске, там же холоднее. Так вот в Якутске там же аласы, там есть трава, Да, там да. лето, там как лето, а у нас тут только мох и, как говорится, камни, уголь, да. Да. И на углях пасутся коровы. Друзья, ну прям видно, несмотря на то, что эти постройки Советского Союза, да, но все-таки вот пытается своими силами все это восстанавливать, но чувствуется, с какой заботой и теплотой, и самое главное, с правильными руками все это доводится до ума. Ну что, пожелаем, конечно же, удачи, конечно, расширения в этом нелегком сельскохозяйственном, фермерском труде. Это был Сергей Козюр и программа «Испытывай на себе». Увидимся на следующей неделе. Пока! Испытано на себе.